Алхамдулиллахи Раббил Аламин. Вассалату вассаламу аля расулихи Мухаммаду алейхи ва сахбихи аджмаин. Валлах, брат мой, я не знаю, что мне рассказать о Саид Мухаммаде. Когда было то советское государство, все, кто видели, знают, какие трудности выпали на долю религии. Намаз, пост, все же было запрещено. Теперь исповедовать ислам разрешено, и все остальное разрешено. Сегодня, когда ислам разрешен, что из исламского у нас есть дома, все это было у них дома еще тогда. Если бы кто-то посмотрел тогда на их семейный очаг, образ жизни, он сказал бы, если бы разрешили открыто исповедовать ислам, соблюдать все атрибуты, то этой семье ничего не пришлось бы добавить. Такая исламская была у него семья. Ведь это от отца и матери зависит. Но как бы то ни было, у каждого человека бывает свой образ. У Саида Мухаммада был особенный образ. Сердце у него было крепче камня. Также, мой друг, у него был совершенный иман. В нем были совесть и человечность. Все хорошие качества и поступки присутствовали в нем. Для отца с матерью это, конечно, утрата. Но самой большой утратой это было для меня. Потеря больше, чем для остальных. Если сказать правду, я не думал его там оставлять. Я как бы чувствовал. Людям же такой человек не нужен. Я думал забрать его оттуда. Я ему сказал, чтобы он подыскал человека на свое место. Он же лучше знает своих работников. Он и сам так считал и искал себе замену. Но то, что это случится так быстро, я не думал. Но, брат мой, когда это случилось, многие стали его критиковать, наговаривать. Все это неправда. Ни одной копейки, ни единой копейки в его бытность духовное управление не получало из-за границы, да и сегодня не получает. Они даже не стремились к этому. Я им тоже так говорю, что у него не было, да простит его Аллах. Говорили, что сюда перечисляют большие суммы денег из-за рубежа. Были разговоры, что идут в Москву. Они в действительности шли, но мы ничего не видели. Об этом мы знали. Знали и то, что кто-то их прикарманивает, что куда-то эти деньги уходили. Он взялся за это дело. Говорил, что не оставит его, пока не выяснит истину, откуда и куда ушли эти деньги. Теперь, к примеру, если вы прикарманиваете деньги, захотите ли вы, чтобы выяснили истину и стали расследовать это? Если я стану расследовать, говоря, что не оставлю, пока не докопаюсь до истины, вы же меня не оставите. Вот такое с ним случилось. Хас Мухаммад и я познакомились, прежде я не знал их. Я же в тарикат позже вступил, а они были раньше меня. Если рассказать то, что сделал Саид Мухаммад, говорить о его храбрости, здесь будет неуместно. Наверняка многие знают об этом. То, что я видел от него, и то, что видели другие, это мужественные поступки. Их очень много. Здесь я их не расскажу, вы меня не упрекайте. Достаточно, чтобы это знал Аллах. Что еще сказать, брат? Такой потери, как для меня, ни для кого не было. Из-за того, что умрет он, я или кто-то другой, ведь когда наступит час, каждый умирает. Пусть Аллаха ислам не разрушается. Аллах поддерживает его, не мы. А если сказать о потере, то для меня эта потеря была больше, чем для других. Если сказать по сути, я не нашел ему замену. И сегодня, наверное, такого нет. Вот такой был характер у него. Я не критикую людей. У каждого человека бывает свой характер. У него был такой характер, как у человека, рождающегося один раз в 100 лет. Что делать? Мы же должны смириться с тем, что пожелал Аллах. Саид Мухаммад сделал в то время очень многое, чтобы поднять роль ислама и уважение к духовному управлению. Для этого у него был большой талант. Проект вот этого института он сам начертил. Проекты долго составляют. Это очень большое дело, выполняемое инженерами. Составлять проект — это особенная работа. А он сам его начертил. Вот такой был у него талант. В чем только не было у него способностей.
Расскажу то, что мне рассказали. Я этого не видел. Когда Саид Мухаммад закончил 10 классов, ведь выпускники обычно проводят вечер, собрание всех учащихся. К отцу пришел мужчина. Маша Аллах, садись рядом со мной. Теперь, друг мой, оказывается, у него не было новой одежды. А утром он должен был пойти на собрание. Не знаю, то ли дома была ткань, то ли он ее купил, но из этой ткани ночью он сам, родителям ведь не скажешь, чтобы за ночь ему шили одежду, сам выкроил и сшил себе одежду. И на следующий день утром, надев эту одежду, пошел на собрание. Кто это сможет сделать? Мы тогда были с ним вместе сшили себе одежду. Вот видишь, брат, во всем у него был талант. В Аллах он был грамотным, умным, храбрым, с крепким иманом. Все хорошие качества были в нем. Старую рубашку или брюки, которые нам понравились, мы распарывали по швам, ставили на материал и краили. Ты, оказывается, тоже из них? Я этого не знал. На первом этаже у них мы шили, пришивали те же этикетки и в таком виде носили. В Аллах он был такой. Люди, обычно выучившись, окончив институт, узнают, а он, благодаря своему таланту, узнавал без учебы. Я не могу сказать, что есть человек, который бы мог сравниться с ним. Вопрос третий. Здесь всего 5 вопросов. После того, как убили Саид Мухаммада, вы призвали всех мусульман к терпению. Если бы вы так не сделали, какие события произошли бы в Дагестане? Аллах, друг, Аллах все связал с причинами. Аллах принимает решения, но Он связал все с причинами. Аллах также дал нам мудрость и разум. Кроме Аллаха никто не знает, какая тяжесть свалилась на меня в то время. Кто только не зашел ко мне домой. Хороший, плохой, шпион, идущий проверить меня, стремящиеся обмануть меня. Сколько меня испытывали. Это состояние людей, которых я видел. Аллах уберег нас тогда. Если бы я чуть-чуть склонился, то наш Дагестан попал бы в смуту. Не в простую смуту, а в губительную. Как не призывать людей к терпению, когда не было другого выхода? Мы должны были призывать к этому. Я и сегодня тоже призываю к терпению. Терпение должно быть. Терпение – это ключ от рая. Ислам нас призывает к терпению. Нельзя было по-другому. Это и правильно получилось. В то время, да и сейчас люди говорят, почему вы после случившегося не взяли власть в свои руки? Слушайте, что? Государство, что ли? Да это говорит неразумный человек или же шпион, который толкает нас к смуте. Вы поймите это. Так, что ли, должен говорить разумный человек? Кто хочет мира, такого не скажет. Люди задают нам такие вопросы. Мне один человек сказал, вы даже не можете задать такой вопрос устазу. Я ему ответил, Устар наш отец, мы можем задать этот вопрос, и он нам ответит, и вы услышите этот ответ. Почему это не могут задавать? Послушай, я это уже рассказывал. Мне пришло письмо от имени джамаата одной из мечетей. Причиной этому письму послужило следующее. Когда наступило время хаджа, в аэропорту люди устроили смуту для того, чтобы испортить хадж. Я призывал, чтобы не ходили туда и не выступали. После этого ко мне дважды пришел один человек. Это был Хасбулат из Губдена. Когда у ваххабитов ничего не получилось, обычно они направляют других. Этого человека тоже направили они. Дважды он пришел сюда, и оба раза мы поссорились.
Он настаивал, что нужно захватить государство, сделать газават. Если он глупый, я ведь не глупый, я же не могу принять его предложение. После того, как я его отклонил, он стал со мной спорить, и это переросло в неприятный разговор. В итоге он ушел ни с чем. Потом он снова пришел, и я опять не принял, сказав, что этого нельзя делать. Также я ему сказал: ни один шаг я не сделаю. Иди и воюй ты, если это так хорошо, а я посмотрю, что с тобой будет. На этом он ушел. Затем ко мне пришло письмо от имени Джамаата. Оно было написано по-русски. Я отложил его куда-то, а потом сам не нашел для того, чтобы показать. В общем, забыл, куда положил. Наверное, оно и сейчас где-то лежит, но пока не обнаружил. В нем было написано, имени, конечно, там не было, оно ведь от Джамаата. Мы слышали, то есть по слухам, что ты работник КГБ, но не верили этому. А теперь мы точно убедились, что ты подпольный работник КГБ. Даже не прочитав его, я ведь пойму, кто его написал. Вот такими разными способами они меня мучили. Хвала Аллаху, Он меня уберег. Это не моя заслуга. Я же говорил, что Аллах связывает дела с причинами. Я тоже стоял на своем, и это послужило причиной. Представьте себе, сегодня отделиться от России. Что это значит? Разумный человек такого не скажет. Куда отделяться? Сегодня пол Кавказа находится в России. Это во-первых. Во-вторых, если мы сегодня внутренне связаны с Россией, куда мы отделимся? Что после этого будет? Разве не должны знать это те, у кого есть голова? Отделились и все, что ли? Вот, брат, таких случаев тогда много рассказывали. И сегодня люди рассказывают подобное. Но это не разговор умного человека. Разумный человек, стремящийся к миру, такого не скажет. Многие мусульмане говорят, что Саид Мухаммад получил смерть шахида, и его мечта сбылась. Но для ислама, для Дагестана это большая утрата. Нельзя ли было вести работу чуть помягче? Ему, что ли? Да. Да, правда. Это правильный вопрос. Я же говорил вам раньше, что хотел забрать его оттуда. Почему? Вот поэтому. Вот такой у него был характер. Теперь последний вопрос. 8 лет прошло с тех пор, как от нас ушел муфтий. Мы видим, что нет людей, которые бы искали его убийц. Наоборот, видим, как ведется работа, чтобы народ забыл его. Например, в газетах, журналах, по телевидению, особенно в исламских газетах, не вышло ни одной статьи о нем. На самом деле не было. Это тоже правильно. Если меня спросят, я и тогда не говорил, и сейчас не скажу, чтобы искали его убийц. Это то, в чем мы уповаем на Аллаха, что бы они ни говорили. Конечно же, это потеря для Дагестана. Самой большой потерей это было для меня, ведь он был верным мне человеком, кем мое сердце было довольно. Но вот случилась утрата. Что делать, если мы его потеряли? Ведь без воли Аллаха ничего не бывает. Кому что сегодня скажешь? Если было бы такое время, что-то могло бы получиться. А сегодня ни шариата, ни закона нет. Это ведь не сделал простой человек. Есть хадис пророка с таким смыслом. Если вас настигает беда, которую вы ничем не можете отклонить, вы проявляете терпение, пока Аллах сам ее от вас не отведет. То есть, если мы не можем это отклонить, то это-то мы можем делать. То, что постигло нас после распада советского государства, это то, что мы не сможем отклонить. И нет для нас лучшего, чем проявлять терпение. Ни тогда, ни сегодня. У нас на это воли нет, и мы не можем отвести это от нас. Мы должны проявлять терпение. Поэтому, брат, его убийство – это то, в чем мы уповаем на Аллаха. И что дальше с ним делать, я не знаю. Говоря так, тот, кто задал этот вопрос, он же тоже из Дагестана. Почему он сам не старается разыскать его? Он говорит это нам и другим, но он ведь тоже должен участвовать в этом. Что он сделал? Что он смог сделать?
Они говорят, а мы, мусульмане, почему не ищем? Почему не заставляем их работать? Послушай, правильно, почему не заставляем? Давайте заставьте, кто сможет. Как их заставить? Подскажите, как их заставить? Принуждать их, что ли? Бить их, что ли? В суд на них подадим. Но как их заставить работать? Не мы же им деньги даем. Это то, что не бывает. Аллах вынесет для него решение. О том, что в наших газетах не было о нем статьи, многие спрашивают. Даже в «Ас-Саламе» не было статьи. Иногда бывали. Некоторые публиковали стихи, написанные школьниками и молодыми людьми. Честно говоря, я над этими вопросами не думал. И не вспомнил даже, наверное, из-за занятости. Это правильно, не пишется о нем. Простите меня, пусть Аллах простит нас. То, что происходило тогда, очень трудное было время. Теперь некоторые люди это поняли. Самое сложное было в начале. Не признает. Людей, приехавших из Мекки, не признает, говорили мне. Оттуда пришедшие тоже ведь есть. Вот людей, пришедших из Мекки, он не признает. Если сейчас не сломалась спина, когда сломается? Люди не понимают, сколько им не говори. Очень трудное время было тогда, мой брат. Но постепенно люди поняли, увидели. Ведь сразу, за один день, ничего не создается. И постепенно успокоились. Хвала Аллаху. Пусть с сегодняшнего дня так и будет. Да не придет к нам день тяжелее этого. Вся вина в нас же самих, и нам некого винить. Когда мы становимся плохими, то есть люди, которые знают Аллаха, когда мы Его ослушиваемся, Аллах говорит: «Я поставлю над ними тех, кто Меня не знает». Мы, мусульмане, знающие Аллаха, и когда мы ослушиваемся Его, Аллах ставит над нами тех, которые Его не знают. И вот поэтому над нами поставили таких людей. А потом Аллах помог нам. Если у вас есть еще что-то спросить, спрашивайте. Я не могу рассказывать, если меня не спрашивают. Нет лучше и слаще этого рассказа не только для наших мюридов, но и для других. Это окажет на них воздействие. Мы тоже не знали то, что люди, пришедшие сюда, столько натворили. Только это, что ли, здесь было? Очень многое я видел. Мало, что ли, этого? У вас есть еще время? Сколько пожелаете. Это было время, когда Дудаев был в Чечне. Против него выступал Завгаев. И перед этим случилось следующее. Я не помню, кто был муфтием в нашем духовном управлении. Или Саид Ахмад, или другой. Они пришли ко мне и сказали: есть возможность отправить 3 человека на учебу в Ирак. Можно ли их отправить? В то время у нас никто не учился за границей, и мы этого не знали. Не помню, в Сирии тогда были или нет. Я сказал, почему нельзя? Если есть места, то можно. И этим дело закончилось. После этого прошел год или свыше. Об этом больше не говорили. Когда я это вспомнил, я спросил его: вы же хотели отправить туда людей. Я больше об этом ничего не знаю. Что там случилось? Они ответили, что это дело не получилось. С Москвы чеченцев отправили туда, а наш человек не прошел. Кто имеет разум, должен извлечь много уроков из этого. Почему наши не прошли? На этом все и закончилось. В одно время, это было, когда в Чечне Завгаев выступил против Дудаева. Я не видел, но слышал, как на собрании ваххабитов в Чирюрте присутствовал чеченец по имени Адам. Тогда в эту самую комнату, в то время она была меньше наполовину, вошел один человек, похожий на молодых с длинными волосами. Комната наполнилась людьми. Этот человек был в халате, с небольшой бородой, а на голове у него была большая чалма.
«Ты кто?» — спросил я. «Я Адам». «Очень приятно, Адам. Что привело тебя сюда?» — спросил я. Он сказал, что нужно выступить с войной против России. Все, что он говорил, я не помню, но основное было это. «Я этого не принял. Нельзя этого делать, Адам», — сказал я. И объяснил ему то, что должен был объяснить, соответственно моему разуму. Но ведь это же его не интересует. Не принял он моих слов, и в ходе разговора он сказал, что он шейх. Послушай, что он сказал. Он быстро прочитал Коран, сразу перевел его, растолковал по-русски, говорил о тарикате, лучше меня рассказывал. Сегодня я не смогу рассказать о тарикате так, как он. Вот так он рассказывал о тарикате. «Ва-бабай», — подумал я, что же будет, если этот человек будет выступать перед народом и начнет действовать? Он же вывернет народ наизнанку. Теперь, если я скажу, что этот человек неправильный, эти же люди убьют меня. Он же так красиво рассказывал о тарикате. Ведь он был подготовлен для этого. Как же не оказаться тогда в безвыходном положении? Я спросил его, где ты был, где учился, как тебе это дали? Он ответил, что учился в Ираке. Оказывается, это один из тех, кого отправили туда. Нашелся один. Нашелся. Теперь я вспомнил тот случай. Я обучился там 3 года, рассказывал дальше Адам. Потом они мне дали разрешение на тарикат. Я спросил, на какой тарикат тебе дали разрешение? «Я не делаю разницы между тарикатами», — ответил он. Понятно, это тоже ясно. Такого в тарикате не бывает. В конце концов, я ему сказал, здесь, конечно же, все не расскажешь. «На чьей ты стороне?» — спросил я. «Там есть Завгаев. А за кого ты?» Он хвастливо сказал, «Я ни одного не принимаю». Если он алим с повязанной чалмой, нельзя же ему обоих признавать. Они же не алимы. Значит, это третья сила. Это тоже должен понимать разумный человек. Есть 2 силы, противостоящие друг другу. А это отдельная, третья сила. Что теперь делать? Он был очень опасным человеком для народа. Опаснее его не было. Когда я не принял его мнение, сказав, что нельзя допустить смуту, он понял, что от меня ничего не добьется. «Давайте пойдем», — сказал он. «Вставайте». Я сказал, садитесь хотя бы чай попить. Они не сели, и все вышли. Я вышел на улицу, чтобы его проводить. Там стояли большие машины, полные людьми с автоматами. Я ведь тоже такой человек, как он. У меня ведь нет автоматов. Откуда они ему? Это даже дети понимают. Ушел этот человек, и я стал очень волноваться. Ведь этот человек очень опасен для народа. На самом деле он и был таким. После этого ко мне пришел другой человек, тоже из Чечни. Ахмад, кажется, его звали, сбежавший оттуда из-за неимения возможности там оставаться. Тогда я спрашивал у мюридов, приезжавших оттуда, об Адаме. И один мне рассказал, что натворил Адам. Я слышал, что его уже убили. Как в это поверить? Ведь у людей выдумки тоже бывают. Спрашивал, выяснял, и до меня дошла такая информация, что этот Адам говорил, «Я оживлю умершего, я могу его оживить». Пусть любой человек войдет в дом и убьет себя, а я его оживлю. Теперь сын его сестры сделал это. Он застрелился. И тут люди сказали Адаму, «Оживи его». Он зашел внутрь, потом вышел и сказал, «Клянусь Аллахом, он отказался возвращаться к жизни». После этого я слышал, что его убили, но потом оказалось, что он жив. Сделав такое, он спросил у людей, «Вы кого любите, меня или Аллаха?» Конечно же, они ответили, что любят Аллаха. Тогда он стал стрелять по ним из автомата. Кого-то убил, кого-то ранил, и затем исчез. Он спрятался, но его не убили. Вот так мне рассказывали. После этого ко мне пришел этот человек, кажется, Ахмад.
Откуда-то привезли его сюда. Он говорил, что переехал в Дагестан, наверное, за благополучной жизнью, которую не нашел там. Я и его тоже спросил, знаешь ли ты Адама? Он еще учился за границей. Одни говорят, что его убили, другие говорят, он жив. Он ответил, что знает его, и даже учился вместе с ним в Ираке. И второй нашелся. Потом мой брат, я спросил его, я слышал, что его убили. Он ответил, что его не убили, он жив, но после тех случаев он где-то прячется. И он тоже подтвердил то, что я слышал ранее. И это тоже прошло. Через некоторое время, после Дудаевского периода, наверное, это было время после вечернего намаза, было уже темно, сюда зашел один человек. Волосы у него были приятно расчесаны. Вы знаете эту прическу. Прическа, галстук тоже висит. Вид, как у министра. В этот момент света тоже не было. И с ним зашел юноша. И у него в руках было это. Как его называют? Портфель? Нет, не портфель. Парламент, что ли? Дипломат. Да, дипломат. Они оставили его у входа. Мальчик остался рядом с дипломатом. А этот человек не отводил глаз от него. Я понял, что этот дипломат полон деньгами. Так я подумал. Теперь он спрашивает меня, знаешь ли ты меня? Я не узнал его, ведь прошли годы. Ведь тогда кем он был, а теперь какой стал? Ни бороды нет, галстук надел. Я спросил его, кто ты? А ты что, не узнаешь меня, ответил он. Нет, ответил я. Он сказал, я Адам. Неужели Адам? В то время ты был как ангел, а теперь ты как министр. Что такое? Удивительное дело. И теперь что он скажет? Я спросил, как ты здесь оказался? Где ты был и зачем сюда пришел? Ведь тогда же он видел мой дом. Про себя я подумал, если бы этот дипломат не был полон деньгами, то есть причина того, что он сюда пришел, наверное, это то, что у него были деньги. В то время ведь люди гонялись за деньгами. Тогда 1 миллион, 2 миллиона или 3 миллиона долларов, если там были, они ведь были большими деньгами. И от того, что за деньгами гнались, он сбивал их со следа. Вот так я подумал. Теперь, я не помню, он помолился здесь или нет. Здесь иногда бывал юноша из Черкея по имени Саадулла. Он отвел Адама к себе домой. Я ему сказал, чтобы потом он его проводил. Потом он тоже мне рассказывал, что Адам очень пристально смотрел за дипломатом. Конечно же, будет смотреть, а как же иначе? Почему он приехал сюда? В Махачкале он высадился, чтобы запутать следы, боясь преследования из-за долларов. Вот так подумал я. Когда я встретил Саадуллу, я спросил, что с ним случилось. Он рассказал, что он проводил его, и дальше тот поехал сам. На этом все и закончилось. Через некоторое время я услышал, что проводятся выборы в депутаты, и Адам тоже поставил свою кандидатуру. Посмотрите же, подумал я про себя, он тоже поставил кандидатуру. Выборы закончились, и против него был один человек. Я поинтересовался результатом выборов. Мне сказали, что Адам не выиграл. Он проиграл всего лишь на 5-6 голосов. На 5-6 голосов у него оказалось меньше. Я удивился, как может народ отдавать свои голоса такому человеку? Они что, глупые? Что же сказать людям, которые не могут отличить такого человека? Что же делать после этого, мой друг? Такие люди бывают, которые приезжают ко мне из Москвы и спрашивают у меня новости. Я не такой человек, у которого бывают особенные люди. Но приходили сюда откуда-то люди и спрашивали новости. И сейчас спрашивают. Потом мне рассказал один человек, что он видел этого Адама в Москве в чине полковника среди депутатов. Вот, на самом деле он был их человеком. Что теперь делать? В последующем его убили. Они его убили, не знаю кто и как, но для него лучше, что он умер. Зачем ему жить, чтобы увеличивались грехи? Не бывает человека, который захочет умереть, но для человека, который не в исламе, продление жизни – это плохо. Что он увидит, только увеличится наказание. Для народа от него не было никакой пользы, и он был очень опасным человеком. Вот что случилось с ним и со мной. Таких историй было немало со мной. Здесь не хватит времени их рассказывать.
Очень трудное было время. Разве оставят нас в покое? И сегодня, и со времен создания мира есть люди, которые отрицают Аллаха. А Аллах в чем виновен? Его разве нет? Потом, мой брат, всех пророков отрицали. Разве нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалам, не отрицают? Что нам говорить? Это не то, что нам нужно обсуждать. Не бывает человека, у которого нет противника. У пророков были противники, у асхабов были, у разных имамов были, и нет человека, у которого не было противников. Поэтому они и у нас будут. Невозможно без этого. Без черного ведь невозможно различить и белое. Где черное, там должно быть и белое. Вот такое это дело. И это не должно нас удивлять. Мы узнали здесь больше, чем предполагали узнать. Пусть Аллах возвеличит вас. Аминь. Да одарит вас Аллах здоровьем, долгой жизнью и защитит от внезапных бед.